О, что-то беспонтово достало. Капец, камера. Извиняюсь, французский. Еще одна тема на казахском языке. Есть раздел косимше. На русском не помню. То есть есть такие слова. То есть сейчас появились певцы, певицы, которые искажают, некорректно говорят на казахском языке. А именно, вот косимше у него есть суффиксы а, е, и, которые соединяются с глаголами. И еще у него есть суффиксы по, буква П, паровоз, да, поезд, и потом с точкой, потом П, эп, и потом ли, П, оп, да, они никогда не соединяются с глаголом. А сейчас певцы, там, знаменитости, и вот это соединяют, и искаженный вариант слов все начали говорить даже. И все думают, что это правильно. Журналистка есть одна, которая неправильно. Не буду говорить, да. И вот. И только один раз я увидела, что какая-то, по-моему, казаховед тоже написала, что никогда косимше не соединяются вот эти суффиксы, которые, сейчас скажу, суффиксы по, да, а соединяются только эти а, е, и. Вот хотела найти, сейчас давайте попробуем. Сейчас причастие зоологии, может, междометие. Деепричастие, может, деепричастие, да, 107, ну-ка. Сейчас. Есть книжка, вот это. В Инстаграме есть она. Очень хорошая книга. Да, деепричастие. Вот, нашла на русском. И вот, косимше – особая форма глагола, которая обозначает добавочное действие и не принимает падежных окончаний принадлежности и множественного числа. Часто употребляется в качестве основного глагола составных сказуемых. Потом делится на 3. Вот и в суффиксе вот а, е, и, например, жұмыс істемей, да, не работав. Здесь пословица, оказывается, жұмыс істемей, тоқ болмайсың. Если дословно перевести, пока ты не будешь работать, у тебя не будет ты не будешь сыт. А здесь переведи, не работая, сыт не будешь. Вот смотрите. Теперь и вот есть первое, то что деепричастие переходного настоящего времени первое, потом второе прошедшего времени, и потом еще сейчас скажу на казахском, да. Давайте на казахском, қазақша, я ауыспалы осы шақтық көсемше бірінші түрі, я көсемше 3-ке бөлінеді. То есть көсемше дегеніміз ол етістіктің ерекше форма түрі, яғни ол білдіреді қосымша әрекетті білдіреді. Сосын септіктердің жалғауларын қабылдамайды. Жаңа көптік түрдегі, сосын
көбінесе негізгі етістік ретінде жаңағы қосымша баяндаушыда қолданады. Үшке бөлінеді: ауыспалы жақ, иә, сосын өткен жақтық көсемше дейді, сосын көсемшенің ерекше түрі. Осылай үшке бөлінді на 3 единицы. Особая форма деепричастия на русском языке. Теперь я просто сейчас хочу примеры вам хочу прочесть. Мысалдарды оқысам дегенім сіздерге. Вот. Өткен шақта деепричастие прошедшего времени. Вот это, которое нельзя никогда добавлять, суффиксы, да, который 3. Ешқашан жаңағы өткен шақтық көсемшені қосуға болмайды, өйткені ол өткен шақ. Ал біздікілер оны осы шаққа қолданады. А наши применяют в настоящее время, что очень неправильно. Теперь смотрите, к примеру, да, я могу потом фото, кстати, да, телеграм-канал я поставлю фото, чтобы вот для доказательства, да. Может, в Инстаграм тоже, да. Уже 6 минут. И вот жазып, да, корень жаз, көсемше деепричастие, да. Жаз пиши. Второй перевод это лето. Но здесь именно вот как в качестве глагола переводим, да. Жаз корень, деепричастие. Қазақша жазу кәдімгі, иә, жазған кезде, сосын жаз мезгілі, екінші аудармасы. Енді несі түбірі жазу негізінде у түсіп қалады, да, қосылады, жазып, иә. Яғни уже жазып қойған деген сөз, то есть уже написал, то есть прошло. Так, потом қарапын. Оказывается, я посмотрел, да? То есть получилось, как будто я так посмотрел, примерно перевод. Или посмотрела. У нас нету женского, мужского рода, да? Енді қазақша қарапын. Түбірі қарау, смотреть. Корень, да, қарау. У опускается, потому что суффикс добавляется. У түсіп қалады, өйткені жұрнақ жалғанады, иә? Көсемшен жұрнағы суффикс деепричастия. Потом и еще пын добавляется. Это еще вот склонение, да? Я посмотрел. Мен қарапын. Тоже уже прошедшее времени, да? Теперь еще күліпсің. Оказывается, ты улыбнулся или улыбнулась. Күлу, улыбаться, корень. У опускается, потому что добавляется суффикс «эп», деепричастие. И потом ты улыбнулась или улыбнулся, добавляется «сын», суффикс этого склонения личного. Потом сөйлепсіз, сказали, говорили или высказались. Так, теперь корень түбірі сөйлеу, да, сказать. У опускается, потому что деепричастие добавляем суффикс «п». И потом «сіз», что вы, да, склонение. Сөйлепсіз, значит, когда на «вы». Имеют личное окончание. Так, мен жазыппын, я писал, сен жазыпсың, ты писал, писала, сіз жазыпсыз, вы писали, ол жазыпты, он писал. Потом множественное число. Біз жазыппыз, мы писали, сендер жазыпсыңдар, вы писали, сіздер жазыпсыздар, вы писали обратно, да? И олар жазыпты, они писали. Теперь так, присоединяется в настоящее время в качестве основного глагола в составных сказуемых. Қар жауып тұр, идет снег. Қар, снег,
жау, идти, тур, стоит. Но тур здесь как не этот, а именно вот общий, да, то, что значение идет. Что сейчас это самое. И корень жау, идти, можно еще жамбар жауып тур, идет дождь. И оп, вот это причастие. Сейчас я еще посмотрю. Потом в придаточных предложениях времени, образа действия и глагол сказуемого. Жаңбыр жауып, жер көгерді. Когда прошел дождь, земля зазеленела. Вот, то есть, так, теперь... Вот, что хотела сказать, да? А наша как делать? Я начал говорить или начала говорить. Мен айтып бастадым говорит. Айту говорит, да? И добавляет оп. Айтып бастадым. А на самом деле она